Мартышки, енот, мангусты и даже лама. Бишкекский реабилитационный центр для животных не покупает своих обитателей. Их приводят егеря, либо сами простые граждане, которые не смогли обеспечить животное всем необходимым. Всего в зоопарке более 50 видов фауны. Часть из них уже не может существовать в дикой природе. А некоторым, как, например, мартышкам, нужен перелет в теплые страны. Для детей покупают в зоомагазинах черепах и тому подобное. И обезьяны у нас также и продавались в зоомагазинах. Побалуются, надоедают, ну а что с ними делать? Люди не совсем понимают, что такие животные, они никак не приспособлены для жилья там, в квартире, в клетке. Ну, как бы это дикие животные. Этот олень когда-то принадлежал одному из разводчиков европейской лани. После того, как на его стаю напали дикие волки, владелец решил передать оставшихся 2 оленей этому центру реабилитации. А вот Алеша больше любит огурцы и фрукты. Овощи он практически не ест. Вот видите, отказывается. Кроме этого, здесь в зоопарке его больше кормят зерновыми продуктами. С приходом первых холодов животные нуждаются в тепле. В некоторых вольерах установлены лампы. Вот, например, маленький мангуст греется под ним. Но для прохождения зимы необходимо до конца установить навес. Владелец зоопарка влез в долги, но большую часть строительства завершил. Кроме тепла, животным необходима еда, будь то овощи, фрукты или комбикорм. Только в месяц на еду дикой фауны уходит порядка $600. К примеру, у нас многие хищники, вот хоть они хищники, едят хорошо овощи. Но это не говорится, что мы кормим им овощами. У них 3-дневное питание. Мы варим каши, и суммы заоблачные выходят на самом деле. У нас была трудность с навесом. Мы объявили сбор средств на навес, потому что у нас открытая территория. К сожалению, у нас тоже нет таких финансов и средств. Мы как бы залезли в долги, плюс люди помогли. Вот на 70% мы его закончили. Остались мы еще должны порядка 60 тысяч сомов. Это вот для нас такая сейчас первостепенная задача, чтобы зимой наши животные подопечные хорошо прожили зиму. Зоопарк создали не для того, чтобы делать на этом бизнес, а для того, чтобы помочь пострадавшим животным. Вход в зоопарк стоит 150 сомов для взрослых и 100 сомов для детей. Цена чисто символическая. Деньги от билетов покрывают лишь 30% всех расходов. Остальную часть средств Владислав Шевченко ищет сам. Идея закрытия зоопарка приходила не раз. Однако куда пристроить животных и будет ли им там хорошо? Именно по этой причине директор зоопарка не решается завершать дело. Помочь обитателям зоопарка может каждый. На данный момент ведется сбор финансовых средств на Эльсом по номеру 0556 66 6602. Либо можно купить им хоть небольшой запас еды. Зоопарк находится в столичном парке Асанбай. Айда Матбекова, Тынчтык Кольбаев, Гульчара Казымқулов, Нью ТВ.